Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Здравствуйте, друзья! Радио Крым Реалии на проводе. Традиционная фраза, которая не отражает реальность. Почему же на проводе? 549 АМ. Милости просим к нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Звонки для крымчан бесплатные. Со своей стороны гарантируем анонимность. Ну, к нашему эфиру также могут присоединяться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. Будем рады вам. Кроме того, милости просим, ищите нас в социальных сетях. На нашем сайте есть постоянная круглосуточная трансляция нашего эфира, поэтому будем рады, если вы к нам присоединитесь. Друзья, есть некоторые темы, которые, вот на наш взгляд, являются, знаете, происходят события, которые являются таким маркером целого исторического этапа. Вот они происходят, и ты сразу можешь понять, а в какой точке напряжения находится то или иное государство, то или иное общественная, та или иная общественная ситуация. Потому что подобные события, они определяют вектор развития той или иной страны, быть может, на ближайшие годы, а быть может, даже и десятилетия. И вот одной из такой вот, наверное, точек перехода в современной России стала история про художественного руководителя театра «Гоголь-центр», Московского театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова. Человек, чей театр появился несколько лет назад, вскоре после протестов на Болотной площади, в 2017 году обнаружил, что силовики проявляют к нему самое пристальное внимание. Силовики сперва стали задерживать людей из бухгалтерии, из административного корпуса этого театра, а потом пришли, собственно, к самому режиссеру Кириллу Серебренникову. И мы обнаружили, что огромное количество российских актеров, российских режиссеров стали на его защиту, причем и в том числе из числа довольно-таки лояльных к власти людей. И, собственно, самого Кирилла Серебренникова очень сложно записать в такие вот себе диссиденты, которые бы на протяжении всей своей творческой биографии боролся с государственным левиафаном. Но почему же произошло то, что произошло? Все задаются вопросами, где критерии лояльности в современной Российской Федерации? Можно ли заниматься искусством и быть свободным от того положения дел, которое царит на улицах, во властных кабинетах и в умах людей, которые принимают решения? Где критерии вот этой демаркационной линии вообще, в принципе, между государством и искусством как таковым? Вопросы, которые мы будем обсуждать сегодня в нашей программе сразу после короткого сюжета. Репортаж. 22 августа российские СМИ всколыхнула громкая новость. В Санкт-Петербурге арестовали известного российского режиссера Кирилла Серебренникова. Деятеля культуры забрали прямо со съемок фильма о Викторе Цое и доставили в Москву. Уже ближе к вечеру появилось заявление официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко. Он подозревается в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Действия Серебренникова квалифицируются следствием по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса, то есть мошенничество в особо крупном размере. Следствие намерено предъявить ему обвинение в совершении указанного преступления, а также решить вопрос об избрании меры пресечения. На следующий день после ареста суд удовлетворил прошение следствия и поместил Серебренникова под домашний арест. Серебренников вину не признает. Квартиру режиссера уже обыскивали в мае текущего года. Обыски проводились также в созданной им 7-й студии и в Гоголь-центре в Москве. Следствие, в частности, утверждает, что средства, выделенные на постановку «Сна в летнюю ночь» в 2012 году, были похищены, а спектакль так и не вышел. При этом постановка уже несколько лет с успехом идет в Гоголь-центре. Однако на момент обысков Серебренников выступал по делу как свидетель. Директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова считает, что у дела имеется политический окрас. Это, безусловно, политическое дело. Речь, конечно, идет о том, чтобы показать борьбу с коррупцией, показать накануне выборов, что люди с альтернативным мнением, они как раз вот они и есть те самые распильщики, вот они и есть расхитители проклятой нашей собственности, а не люди из Роснефти. Вот именно они как раз и
мешают нам жить. Врачи, учителя, актеры и Кирилл Серебренников. Российский режиссер был одним из тех, кто осудил политическое преследование украинского коллеги Олега Сенцова. Однако российский историк и режиссер Евгений Панасенков считает, что Серебренников живет по двойным стандартам и не является оппозиционером к действующей в России власти. Серебренников отказал моим помощникам в том, чтобы сдать зал под мою лекцию из-за того, что у меня антипутинская позиция. Это вот ваш Серебренников, за которого вы, оппозиционеры Путина, ратуете. По сообщениям российских СМИ, режиссер Кирилл Серебренников близок к бывшему руководителю Департамента культуры Москвы, экс-депутату Государственной Думы и члену Высшего Совета партии «Единая Россия» Сергею Капкову. Сам Капков на должности главного управленца культуры много внимания уделял проектам молодого режиссера. Но в 2015 году Капкова на посту сменил Александр Кибовский. В театр прислали нового директора Анастасию Голуб. Именно она стала инициатором финансовых проверок. Тогда же театр объявил о долгах, в которых Кибовский обвинил Серебренникова как главного художественного руководителя. По статье, которую инкриминирует режиссеру, ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Репортаж. Друзья, сегодня в студии радио «Крым Реалии» режиссер, актриса постплей-театра, режиссер, актриса театра на Москальце, который долгое время до известных событий работал на территории полуострова, Галина Джикаева. Галь, доброе утро. Доброе утро. А если вот попытаться в нескольких словах, если бы ты писала словарную статью для какого-нибудь справочника о том, кто такой Кирилл Серебренников, вот как бы ты объяснила? Кирилл Серебренников один из той плеяды молодых режиссеров, которые направили театр, русский театр, в русло общеевропейского. Да, и это поиск новых форм, нового языка театрального. То есть они после ужасного периода безмолвия или безнравственного чернухи, да, они создали новый русский театр. Так же, как Бутусов, так же, как Богомолов. Вот это три молодых режиссера, которые просто вздыбили российский театр. Ну вот у многих, наверное, людей, далеких от мира искусства, есть ощущение того, что, ну, господи, ну вот есть, условно говоря, там, художественный руководитель театра, ну, вменяют ему там растрату, там, по другим проектам, по проекту там 7-й студии или так далее, и так далее. Ну, господи, ну, с кем не бывает, на старуху нашла пророка, и в конце концов, сколько там в той же России театров и сколько в России режиссеров. Более того, я хочу сказать, ни один театр, во-первых, все театры дотационные. Вот. Ни один государственный театр не может прожить, не выкраивая, вымучивая, выморачивая эти деньги, перебрасывая с одного проекта на другой, потому что где-то нужно больше денег, где-то нужно меньше денег, и они всегда как-то так экономят, туда перебрасывают средства. Туда. То есть найти повод для такого экономического преследования можно у каждого художественного руководителя любого театра, и не только России. То есть, по большому счету, речь идет об избирательном подходе? Конечно. То есть, в принципе, если там ФСБ поставит задачу, к любому театру, включая крымские театры, придет и найдет все, что угодно. Абсолютно. То есть украинский театр, бывший украинский театр, так и просится на экономические проверки, и будь они вели как бы не совсем такой, ну, полуоппозиционную какую-то свою политику культурную, политическую, да их бы всех пересажать можно. То есть в этом смысле говорить о независимости театрального искусства за государственные деньги, это задача заведомо проигрышная? Ну, конечно, конечно. Невозможно содержать огромный штат, огромную техническую махину, которая является, это производство театра. То есть то, что зарабатывает театр государственный, ему не хватает на то, чтобы давать зарплаты, готовить новые спектакли. Это реквизит, костюм, свет. Ну, это невозможно. К сожалению, у нас вся театральная система совковая, она так построена, что театр всегда существует за деньги государства, и государство, естественно, может этим театром манипулировать, держать его на короткой узде и говорить, что ему делать.
Вот мы помним, что в Крыму Крым всегда был традиционным пространством государственных театров, потому что львиная доля больших площадок были одновременно носили статус академических и были вплетены в бюджетные строки. Это было относилось и к академическому русскому театру, и к украинскому тогда еще театру. И в Крыму, по-моему, самое большее количество академических театров вообще, чем любой регион Украины. Там 7 академических театров. А почему-то, то есть вот я хочу понять, вот в принципе схема, когда театр является, сидит на бюджетной игле, это является нормативной схемой или это классическая постсоветская девиация, а в мире иначе? Конечно, иначе. А как? Это только постсоветское пространство живет на этом. По-моему, только в Совке, да, было Министерство культуры, которое регламентировало жизнь театров. Это такая трибуна, это такое средство контроля над мыслями своих граждан со стороны государства. Во всем мире это существует как грантовая система. Естественно, есть такие театры-музеи, которые государственные. Это 1-2, возможно, на государство. Это как Комедий Франсес во Франции или вот оперный театр, да. А все остальные театры, они маленькие, небольшие, существуют на гранты, которые не выигрывают в конкурентной среде. Среди других, как правило, нет постоянной труппы, это всегда антреприза, вот, но это обеспечивает им мобильность и очень быстро улавливать, да, вот эти вот сигналы времени, которые они ретранслируют потом с площадки. Угу. То есть, ну тогда, получается, какой-нибудь критик сможет возразить. Смотрите, у нас в Крыму, например, там, не знаю, вот 7 академических театров. В Симферополе, например, 4, в Севастополе еще 3 площадки. Театр танца, Луначарка, театр флота, театр для детей и юношества на Большой Морской, 4 площадки. И кто-то скажет, ну смотрите, да, зато у нас нет государственных театров. Но благодаря тому, что театры государственные, билеты недорогие, каждому они по карману, каждый может прийти и насладиться театральным искусством. И чё? И он скажет, что это аргумент в пользу того, чтобы театры были на государственном содержании. Ну, в Крыму сложно оценивать ситуацию. Мы ведь говорим сейчас о Москве, да, потому в целом, что в Крыму всегда были не очень дорогие билеты, потому что качество спектаклей было достаточно низкое, они... Система, например, репертуар украинского театра, когда составлялась вот эта украинская программа, необходимая для отчета, то это они сочетали по абонементам, это очень дешево. Загонялись в основном там военные пионеры, организованные школьники. Очень хорошо работал в Русском академическом театре вот этот административный корпус, который бегали и заводили людей из заводов. Ну, соответственно, и репертуар был такой, который, ну, вот это «Женатый таксист», номер 13, муж пришел к жене, а любовник в шкафу. Вот, собственно, непритязательный такой вот материал для восприятия. Они с ним снижали цены, и люди шли, хавали этот попкорн, да, и, собственно, прекрасно существовали, и поэтому, может быть, и поэтому Россия пришла в Крым так вот легко. А кто-то скажет, ну смотрите, да, у нас в репертуаре есть Рэй Куни, комедии, положения, всяческие там истории про адюльтеры, про измены семейные и так далее, но есть и хороший классический материал, то есть, условно говоря, мы, как меню в каком-нибудь, там, условно говоря, непритязательном ресторане предлагаем всем то, что они хотят. Тоже хороший исторический, классический материал, это тоже очень спорная вещь, потому что можно поставить буквально слово в слово, и это очень плохой театр. Да, а можно поставить классику так, которая возбуждает во мне, как в зрителе, не только какие-то эстетические, да, чувства, но и я начинаю рефлексировать, да, на вопросы времени. Хорошо, а что тогда критерий плохого театра? Удобное восприятие.
удобное, непритязательное, то есть можно смотреть, можно не смотреть, можно спать, можно прекрасно. Да, вот как бы жена притаскивает мужа в театр, и он засыпает, вот, а она получает удовольствие эстетическое, как все прекрасно, как все мимими, вот. Когда я дважды смотрела «Чайку» Бутусова в «Сатириконе», то есть возмущенные зрители уходили, там 4 действия, и они уходили, на 4-м действии оставалось, ну, может быть, меньше трети зала. Потому что первые уходили те, кто Чехова не читали, а вторые уходили те, кто Чехова читали в школе, и как-то у них был сложившийся стереотип восприятия. А в 3-м действии уходили люди, которые читали Чехова и очень его любят. Вот, и борются за сохранение. И остаются те, которые понимают, что это так круто вот так прочитать Чехова. То есть театр — это всегда история про потрясение? Безусловно. А иначе зачем? Искусство для этого существует. Ну, в Крыму еще иногда театры служили такими, знаете, плацебо для самооценки. Ты как бы купил билет, там, я не знаю, за какую-то небольшую сумму, пришел туда с девушкой, и потом выходишь и собой гордишься. Я же в театре был, классическое искусство повидал, не только в кино, а теперь можно пойти и пиво. На самом деле это ерунда, потому что что сходить в цирк, что сходить в Крымский академический театр, это одно и то же. То есть никак это просто на вывеске театр, и люди думают, что вот театр. А почему в Крыму не получалось не академическое, не государственное искусство? Почему оно все время находилось на грани выживания? Потому что, условно говоря, классические академические театры на госфинансировании убивали рыночную модель как таковую? Ну, независимо, сложно сказать о всех независимых театрах, потому что, по-моему, мы единственные были. Но мы, во-первых, не хотели зависеть от государства, чтобы оно нам не диктовало вот то, что делать. А во-вторых, мы должны были быть независимы не только в эстетическом плане, но и в гражданском плане. Потому что, собственно, из-за этого театр на Москальзе закрыли в 2005 году. И мы могли себе позволить делать какие-то совершенно сумасшедшие вещи, потому что они были не сложенные в исполнении, это было аскетическое пространство, вот, и какая-то очень, очень живая энергия внутри. Мы не хотели зависеть. И если бы нам давали дотации какие-то от государства, наверняка, 100% мы бы каким-то образом все-таки пришлось плясать под дудку. Это хорошая иллюстрация того, почему, среди прочего, независимое театральное искусство с большой долей вероятности не может появиться сегодня на территории полуострова. Либо ты берешь деньги, либо, условно говоря, оказываешься в абсолютно нерыночных условиях по отношению к тем, кто эти деньги берет. На самом деле там есть какие-то такие попытки студийной работы, но они делают тоже какие-то поиски небольшие, но это никакого отношения к проявлению гражданской позиции не может быть, потому что быть не может по определению, потому что там сейчас оккупированная территория. Мы вот начинали сегодняшний разговор, вспоминая судьбу Кирилла Серебренникова, одного из наиболее талантливых, быть может, режиссеров современной России, которого обвинили в растрате и так далее, и так далее. И вот российский критик Юрий Богомолов, он утверждает, что события вокруг режиссера Серебренникова были ожидаемыми, потому что, по мнению Богомолова, после зачистки СМИ, интернета и кино в России власти взялись за театр. Давайте послушаем. По-моему, все логично. В той стратегии нашей власти все логично. Сначала добрались до медиа, да, их сокращали, ужимали, зауживали до коридоров маленьких дождя, там, предположим, да, или потом заставили взять под козырек бизнес, подчинили, построили науку, я имею в виду академию. Кино выдавили независимое кино выдавили за пределы страны, и сейчас мы наблюдаем, чего оно добивается там на Каннском фестивале, оно может добиться. Ну а теперь пришли за театром и за молодежью. Взяли, так сказать, да, и бросили тень на режиссера и художественного руководителя, одного из самых, так сказать, авангардных, что ли. Театр, да, вот в последнее время оставался таким своего рода оазисом свободного творческого высказывания. Вдруг такое, значит, как сказано, завтра наступило внезапно.
Это был российский критик Юрий Богомолов с актрисой, режиссером постплей-театра Галиной Джикаевой. Мы продолжаем обсуждать, где вот, собственно, заканчивается государственный левиафан в России современный и начинается независимое искусство. Галина, ну вот в свое время Кирилл Серебренников получил возможность создавать свой собственный Гоголь-центр, который стал, безусловно, одной из наиболее ярких театральных площадок Москвы. В значительной степени там, после событий 2011 года, после массовых протестных митингов, тогда, например, российская интеллигенция воспринимала появление Кирилла Серебренникова со своим театром, что власти начали ему благоволить для того, чтобы создать такой себе заповедник для хипстеров, интеллигенции, интеллектуалов, тех, кто жаждет свободного театрального слова. А в 2017 году к нему приходят с обысками силовики. Это что означает? Вот этот период вынужденного постболотной площади, когда российские власти заигрывали с интеллигенцией, стремясь сохранять для них какие-то вот заповедники чистого искусства, он уже прекратился? Сейчас говорить об оазисах вообще не имеет смысла, если спектакль могут закрыть по телефонному звонку какого-то священника, попал, я не помню, его сан, Тихон, который позвонил... Отец Тихон Шевкунов, да. Но он, на секундочку, духовник Путина. Да, и он позвонил Милонову и сказал, что это за безобразие творится в оперном театре лучшем, да, в Большом театре. И немедленно закрыть эту бездуховность, балет Нуреев. Угу. И все. То есть говорить о каких-то остальных каких-то тонкостях общения, власти, художника. Нет, мракобесие. Просто мракобесие. Хорошо, а когда, например, по сути, не дают возможность Кириллу Серебренникову снимать и так далее, ведь его работы нельзя назвать какими-то жестко оппозиционными. Он занимался хорошими, то есть такими, знаете, локально, сиюминутно оппозиционными. Он занимался хорошими театральными постановкой хорошего театрального материала. И кто-то говорит, но где вы тут видите давление на оппозицию или закручивание гаек? Он же не, условно говоря, не занимался съемками спектакля «Крым — это Украина», условно. Ну, конечно, но все равно это он художник, он действует тоньше. Ну, если спектакль «Отморозки» начинался с первой фразы «Революция, революция», и начинался полный трэш, вот. Если в фильме «Ученик» последний монолог героини идет на фоне портрета Путина, и она говорит о тоталитарном режиме, то, собственно, все ясно. Это нужно закрывать, это нужно прекращать. И в этом смысле, условно говоря, те, кто говорят о том, что Кирилл Серебренников является таким себе сервильным, просто это люди, не умеющие читать между строк? Конечно, конечно. У него очень последовательная позиция. Он, конечно, не первый на баррикадах, но он создает вот тот базис, на котором воспитывается критическое мышление человека, не согласного с тоталитарным режимом. И он очень опасен. Во все времена такие люди были крайне опасны. Вы знаете, друзья, вот в Фейсбуке был опубликован довольно наглядный пост российского экономиста Андрея Мовчана, который говорит, вот часто говорят, что, мол, Серебренников сам поплатился за свою финансовую неготовность соблюдать все буквы финансового законодательства. И он приводит простой пример, что если у вас есть предприятие, например, маленькое, и вы для Гугла оказывали какие-то в течение года услуги, и вам пришло от Гугла 4 платежа, один из которых, правда, задержали на 2 дня, другой прислали на 2 дня раньше, то потом это основание для того, чтобы налоговая обвинила вас в нарушении валютного законодательства, потому что у вас не выдержаны контрактные сроки поступления средств, а это, на секундочку, тюрьма до 4 лет лишения свободы или огромные штрафы в размере 6-7 миллионов рублей. И поэтому в этом смысле любой человек, который в России даже занимается не театральным пусть искусством, а самым обычным бизнесом, сталкивается с реальностью российского законодательства, которое выписано так, что всегда на вас можно что-то найти. Сколько бы вы честным и чистым не были в вопросе уплаты тех же налогов. Поэтому, когда вам говорят, что в этом деле нет никакой политики, одна экономика, скорее всего, там нет никакой экономики, а чаще всего одна политика. Всматривайтесь, пересмотрите фильмы Кирилла Серебренникова, возможно, вам станет многие вещи понятнее. Галина Джикаева, режиссер, актриса постплей-театра, была сегодня гостем радио Крым Реалии. Спасибо большое, что нашли время. Спасибо вам.